До самого мужского праздника осталось меньше недели. Представительницы прекрасного пола уже готовят поздравления своим защитникам. Каким должен быть идеальный подарок, полезным или приятным? У каждой женщины, как, впрочем, и у каждого мужчины, на этот счет свое мнение. Что дарить любимым мужчинам? В преддверии Дня защитника Отечества над этим вопросом задумываются все представительницы прекрасной половины. Впрочем, большинство вариантов уже рассмотрено. И жены, матери, дочери и подруги уже приступили к подготовке сюрпризов. Ну как будем поздравлять? Ну как обычно. А как обычно? Ну, стол накроем. Мужа, отца будем поздравлять. Одни дамы подходят к приготовлению подарка с выдумкой и вдохновением. Другие вовсе не считают, что носки и дезодорант банальные. Напротив, это вещи необходимые. Ну вот эти наборы мужские, как обычно. Носки им уже надоели. Не знаю. Ну, каждая женщина, наверное, знает, что приносит какое-то удовольствие или радость мужчине своему. Часть женщин, несмотря на приготавливаемые поздравления, все же задумываются о сути 23 февраля. Чей это праздник? День защитника Отечества. Далеко не всякий вообще мужчина. Не то чтобы даже и защитник Отечества. Но готовить пора. Я уж приготовила. Каким должен быть идеальный подарок? Полезным или приятным, неожиданным или давно желанным? У каждого мужчины свой взгляд на этот вопрос. Не знаю, машина, наверное. Носки, конечно же. Их вечно не хватает. Впрочем, в одном мужчины солидарны с женщинами. В выборе подарка близкому человеку универсальных советов быть не может. А вот атмосфера праздника во многих семьях одинакова. У всех есть разные, как говорится, приоритеты. Кому-то интересны спортивные товары, кому-то охотничьи рыболовные товары. То есть это жены должны лучше знать, чем занимается ее мужчина, чтобы делать такие подарки. Ну, не знаю, в каждой семье, наверное, по-своему подарки дарятся. Ну, самое главное – это внимание, любовь знакомых, близких, родных. Парфюмерия, одежда, сувениры, техника, ассортимент поистине безграничен. А чтобы подарок доставил радость, к его выбору нужно подойти с душой и с любовью. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан.